Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников, а также в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шежире». Здравствуйте. Здравствуйте. Автор как раз многотомника о башкирских родах. И сегодня мы продолжим говорить о башкирских родах вообще, но, естественно, опираясь на историю одного рода. Сегодня род Гайна. Гайна. А как правильно произнести его? Вообще по-башкирски Гайна. Гайна. Тоже и очень интересный род, который до конца его тайна, в общем-то, не открыта. Основной, так сказать, ареал проживания – это Пермский край. Вот они сплошняком населяют, значит, Бардымский район Пермского края. Прям севернее. Это самый северный, самый северный башкирское племя, вот, или род, как угодно. Ну, кроме того, там небольшие, скажем, такие анклавы или отдельные поселения, которые оторвались от основного ядра и расселились уже, значит, в других районах уже Республики Башкортостан и Свердловской области есть. В Красноуфимском районе то же самое на территории Республики Башкортостан. Вот, например, деревня есть в Альшеевском районе Гайни-Ямак, да, то есть название само за себя говорит. Основал ее башкир, гайнинец по имени Ямак, и поэтому она называется Гайни-Ямак. Вот. Или Таукай-Гайна есть вот на территории Мейкинского района. Ну, вот некоторое количество этих деревень есть и на территории Республики Башкортостан. Я скажу, что написано вот в открытых источниках, то, что пишет Википедия, а мы с вами будем подтверждать или опровергать, или там, да, расширять ту информацию, которая давайте. идет. Что пишет Википедия? Гайнинцы происходят от рода племенного объединения Тархан Волжской Булгарии, что свидетельствует об их этнических контактах с дунайскими и волжскими булгарами, венграми и чувашами. Кузеев сопоставляет второе название гайнинцев Тархан с древневенгерским племенем Тарьян. Что касается Булгарии и так далее, и так далее. Уже в 19 веке, в общем-то, это было показано, что это не более чем, в общем, такая мифология, вот эта связь с Булгаром. Почему? Потому что вот как раз в 18-19 веках зародилось такое идейное движение булгаризм. Вот булгаризм. То есть, это на самом деле исторически никакого отношения, в общем-то, к Булгару не имеющее. Но на самом деле вот на, так сказать, фоне религиозных преследований, да, которые, значит, ислам испытывал в первой половине 18 века до Елизаветы Петровны, развилось такое движение. Вот как вот у русских старообрядцев град Китиш и так далее. И вот такой миф, такое мифологизированное прошлое. Наш славный город Булгар, когда ислам процветал и так далее, и так далее. И тогда вот эта легенда возникла, как вот, собственно, и показывали ученые, которые исследовали вот эту, скажем, вот эту легенду от булгар. Это Попов приехал, был такой исследователь пермский, приехал в деревню гайнинских башкир, и те вот рассказали, вот мы из Булгары переселились. На самом деле это не так. А по вашим данным как было? То есть, откуда, в принципе, вы этот этноним, да, ведете? Вообще, это такая таинственная история, что очень трудно, в общем-то, понять. Несколько предположений, там, откуда Гайна, да, была такая версия, уже покойный сейчас антрополог наш Юсупов писал, что это Гайн, есть такая, значит, система Абджадии, когда цифры не было, да, когда цифры не было, значит, числительно изображались буквами. Арабская буква Гайн, это означало 1000. И отсюда было предположение, что, возможно, гайнинцы имеют отношение к башкирскому племени Мэн, который тоже 1000. По-тюркски 1000. Такая была теория, что как-то связано. Тем более, что гайнинцы, вот я же говорю, в 18 веке массово выселялись на территорию вот современного Альшеевского и Маякинского района, а это есть как раз родовая территория мингов. И даже одно Шежире есть такое, где сводят вместе воедино предков гайнинцев и мингов. Но опять это... Но это версия. Это версия, не более того. Пермский край, он довольно-таки такой, если посмотреть по карте, обширный. Наверху есть там Коми-Пермяцкий, значит, автономный округ, да, бывший сейчас, да. Где его не существует. Там есть вот какой-то пермяцкий, значит, населенный пункт Гайна, и там что-то по Коми-Пермяцкий это означает, там какое-то слово есть. Я все-таки склоняюсь, что это вот как раз вот это Гайна, и тем более, что многие гайнинские деревни имеют параллельно либо удмуртские, либо, значит, коми-пермяцкие названия. Да. Вот, допустим, самая главная деревня пермских башкир, одна из древнейших. По-русски она называется Елпачиха, башкирский Удик. Удик – это по-удмуртски один. В общем-то, я считаю, что они туда не так-то давно мигрировали, сами эти гайнинские башкиры, да, там, я думаю, не ранее века 15-го. Где вот они просто ассимилировали местное, значит, население, коми-пермяцкое, и удмуртское, которое там проживало, или праудмуртское, да, протоудмуртское. Вот, коми-пермяки, удмурты – это, в общем-то, одна группа. Финно-угорские народы, финские, вернее, народы делятся как бы на две группы, да, финно-волжские и финно-уральские, да, или финно-пермские. Да, вот они как раз вот в группе финно-пермских народов. Вот, они где-то в веке в 15-м только уже обосновались. В 16 веке уже их точно там фиксируют, значит, вот данные башкирских исторических хроник и так далее. Поэтому я думаю, что туда они
пришли где-то в веке 15, опять же, непонятно откуда. Хорошо. Это, в общем, примерно мы разные версии послушали, но вот что хочется понять. Когда пришла уже российская, да, скажем так, эпоха существования башкир, они оказались где-то на периферии. Они сразу же были среди тех родов, которые вот вступили в этот состав и имели отдельный договор? Или у них как-то позже все это получилось? Нет, вот у них, вот несмотря на то, что это самое северное племя, да, что оно давно, так скажем, уже отошло вот от этих, значит, всаднических, кочевых традиций, вот у них сохранились шижиры. Значит, у гайнинцев, и потом была масса преданий, то есть всяких, и причем которые, как это неудивительно, находили потом отражение даже в этих, значит, в архивных источниках. Вот. И вот по ним мы видим, что, значит, гайнинцы, их урак-би, значит, в прошлой передаче, когда мы рассказывали о роде Уран, да, помните, мы там, значит, вспоминали Айсуака Исанбаева, да, который один из первых и присягнул Ивану Грозному, и даже сохранилась как бы копия, список его жалованной грамоты. Вот так вот они, по некоторым преданиям, Айсуак-би, это уранцы, это одно из северных племен, и гайнинцы, они в непосредственном соседстве жили, что вот они как бы вместе присягали. Даже есть такое гайнинское предание, что Урак-бей позвал на помощь казанский хан, вот, как осажденный в крепости. Он поехал, значит, с отрядом гайнинцев на лыжах, они все лыжники, на севере живут. Приехали и уже нашли Казань уже взятой. Иваном Грозным. Да, Иваном Грозным. Поэтому развернулись, в общем-то, и уехали. А потом, значит, пришли и, так скажем, голову преклонили и, в общем-то, заключили, условно говоря, договор и получили оберегательные грамоты на свои земли. Вот такая есть легенда. Но что касается документов, то на самом деле вот этот Урак-бей, который по легенде присягал, это абсолютно историческая, значит, фигура. По документам он тоже, значит, прослеживается. Уже не сам он, а его потомки. Вот. И гайнинцы на самом деле во второй половине XVI века вошли в состав, в общем-то, как все башкирские роды, сепаратно вошли и получили оберегательные грамоты на огромные земли. На огромные земли, где современный Пермь стоит. И там на севере, там, вплоть до среднего течения Камы, все эти земли были закреплены за гайнинцами. Ну, потом, естественно, все это ужималось. Там пошла колонизация Строгановых, да, которые как раз и снарядили поход Ермака, да, который, значит, по Чусовой пошел. Чусовая тоже это была... Как раз по их землям, то есть Ермак прошел, да, получается так? Да, по, так скажем, северной оконечности их земель, по Чусовой и прошел. И у них была огромная и долгая тяжба не только у них, а у других башкирских родов, сальютов или салжутов также, которые имели земли по реке Чусовой, но только на восточной стороне Урала. Уральских гор. Эти на западной стороне гайнинцы, а те за хребтом жили. И у них была многолетняя, 200 лет вообще тяжба шла. В общем-то, потом в итоге все-таки кончился с успехом для Строгановых. Ну, что как бы... Неудивительно. Неудивительно, да. При Иване Грозном понятно, потом, значит, Ермак понятно, Строгановы понятно. А насколько они были вовлечены, например, в XVIII уже веке в Пугачевское восстание? Потому что, как ни крути, вроде далеко. Но, с другой стороны, ничто не мешало им направить каких-то своих представителей. В Пугачевщине гайнинские башкиры приняли вообще самое, что ли, массовое участие. Фактически там даже не было, кто в стороне остался. И поэтому не случайно из среды этих гайнинских башкир вышло где-то порядка 10, значит, пугачевских полковников. Это, значит, Абдей Абдулов, это Батыркай Кенин, Сайфулла Сайдашев, ну, там Адигут Тимясов, ну, и многие-многие другие. Самое, скажем, активное участие. Они, вот, допустим, Кунгуру осадили до подхода войск Салават Юлаев. Потом Салават Юлаев подошел, они объединились, значит, и начали продолжать осаду города. Какого города? Кунгур. Ага. Кунгур. Тогда столица Пермского края. Да. Кунгур был. Вот. До этого они, значит, крепость Асу взяли, до Кунгура Аса была как бы центром, значит, опорным пунктом. То есть, самые активные. Но они не только, скажем, в Пугачевщине себя показали, они в предыдущих восстаниях там активно участвовали. Вот в 1735-м восстании 40-х годов и даже сохранился указ Анны Ивановны, который, значит, выволочку устраивает генералу Румянцеву, который вот руководил карательными войсками. Почему там вы бездействуете? У вас под носом деревни Куземьяровой, там воры-башкирцы Гайнинской волости побили там, значит, войск 1500 человек, а вы так... Это вот случай был такой, там так называемая вольница или милиция, вооруженная, так скажем. Обыватели Осы вышли, Лан-Милинский полк, 1500
сформировали, и вот ганинцы их разгромили. И до этого там в более, так скажем, ранних башкирских восстаниях тоже их участие очень сильно отмечено. Но самое главное, чем современные ганинские башкиры, в общем-то, гордятся, один из ганинских старшин Исмаил Тасимов. Кстати, вот он жил во времена Пугачевщины, но он был сторонником правительства. Наоборот, значит. То есть разные были, да? Да, естественно, разные. Сформировал отряд и вот защищал этот, как бы, Югошихинский, по-моему, завод, который вот лег в основу современного города Пермь. Вот этот завод защищал своим отрядом, чтобы пугачевцы не взяли. То есть, фактически Пермь отбил, и все атаки отбил. Этот Исмаил Тасимов, если вот мы посмотрим, вы приедете в Петербург, зайдете в горную академию, и там увидите мемориальная доска, что вот основано вот это горное училище, сначала горное училище, сейчас уже горная академия, один из ведущих вузов страны, основан вот башкиром Исмаилом Тасимовым. Дело в том, что ганинские башкиры массово занимались горным делом, были рудоискателями, рудопромышленниками, многие имели рудники, вот как Исмаил Тасимов. Такой был человек в 18 веке, вот, просвещенный или как, или дальновидный. И вот он попросил правительства, давайте, говорит, я, говорит, на свои деньги открою горное училище, но дайте нам там вот так небольшую вакансию для башкирских детей, чтобы учились там, значит. И вот на его деньги это было все открыто, и вот он считается основателем горного дела в России, потому что до этого все были специалисты немцы, и, собственно, их не было специалистов. Ну, не могу не спросить, опять же, да, когда смотрел по роду Гайна, увидел такую статью, как Гайнинский говор. Действительно ли у них свой такой немножко язык? Ну да, Ганинский говор, его все меньше и меньше и меньше, но он сохраняется, поскольку традиционно вот еще в 20-х или 30-х годах, когда образовалась Татарская ССР, там был введен язык обучения татарский. То есть это не Пермскому краю отошло сначала Татарстану? Татарская ССР? Нет, она в Перми находится. Просто вот, скажем, власти Татарстана постарались, чтобы в школах Пермской области ввели, значит, татарский язык обучения, и вот у них, значит, такой, и со временем вот уже молодежь там дрейфует самосознание. Программа была на ТНВ, я забыл, как называется, и вот там ведущий там победный сказал, если, говорю, там по переписи 1989 года 95% Бардымского района составляли башкиры, то по переписи 10-го населения их стало уже 65. Смотрите, там типа остальные татарами записались. Понимаете? Вот, то есть так радостно рапортует, в общем-то. Ну, простим ему. Ну, ладно. Просто меня так это поразило. Вот, поскольку там язык татарский, естественно, я же говорю, значит, на каком языке учишься, такое у тебя, значит, самосознание формируется, к сожалению. В общем-то, в истории все равно они останутся башкирами, как они есть. То есть, ганинский говор – это язык, на котором говорят башкиры Пермского края, скажем Пермского так. края, да. Угу. Понятно. Вот. А у них там свой такой говорок, он не сказать, что это сильно отличается от литературного башкирского, но я же говорю, что литературный башкирский, он, в общем-то, исторически не охватывал весь спектр говоров и наречий башкирского языка. Ну, как и в любом народе, в любом языке. Да. Просто взяли какой-то стандарт и все. Ну, мы традиционно говорим и о современных известных представителях родов, вот о роде Гайна. Во-первых, коротко, давайте все-таки скажем, что было с ними на рубеже 19-20 века и в 20 веке, и какие известные представители есть сегодня. Я буду говорить, там, если называть, там, это особо никому ничто не скажет, поскольку там традиционно не все, значит, вся интеллигенция, которая была у ганинцев, она вся уезжала в Казань, там учился, и они, в общем-то, более известны на ниве культуры, там, науки в Татарстане. Здесь практически... Или там, вообще в Пермском крае, наверное. В основном все в Татарстан уезжали, там оставались. Просто могу сказать, что вот Насур Юрушбаев, который жил в Германии, режиссер, который снял про Северных Амуров программу, вернее, фильм, вот он оттуда. Потом есть вот Рафаэль Адутов, скажем, такой знаменитый. Фамилии бардымских башкир Адутовых были всегда кантонными начальниками, там, значит, башкирского войска и так далее. В Татарстане у известной певицы Гузель Уразова, вот она тоже бардымская башкир. Традиционно вся вот эта музыкальная эстрада Татарстана почему-то формируется за счет, как бы, взять Салаватов Единого, покойную, значит, «Пусть земля будет пухом» Хания Фархи. Вот Авзалова певица, любимая певица, то есть она старше в поколении, тоже недавно ушедших, тоже от нас она. Они не ганинские, но просто я говорю от нас, раз уж зашло об этом речь. Сейчас еще, опять же, у нас там и Радик Юльякшин, в общем-то, весь Татарстан на уши ставит. Ну что ж, мы сегодня говорили о роде Гайна. Спасибо, это был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шежире». До свидания. До свидания.